Спортивные состязания, творческий бульвар, тест-драйв техники и выступления звезд чувашской и российской эстрады. В выходные Новочебоксарск отпраздновал свой 62-й день рождения. На день самого молодого в Чувашии города приехал глава региона Олег Николаев. Он побывал на объектах благоустройства, на спортивных площадках и познакомился с работой местных предприятий. Картодром в Новочебоксарске открылся год назад. Этого события жители ждали с нетерпением почти 10 лет. Сегодня здесь проходят гонки на радиоуправляемых машинках, гонки на картах, соревнования по разным видам спорта. Григорий Зимин – любитель картинга. Там можно дрифтить, быстро ехать. Этот вид спорта помогает мне, когда я вырасту полицейским, очень быстро ехать за преступниками. Картодром стал единственной во всей Чувашии площадкой для авиамоделистов. Ребята сами проектируют, создают и учатся управлять моделями самолетиков. Суть такого спорта – пролететь по кругу и сделать 16 фигур высшего пилотажа. За год мы провели 6 городских соревнований открытых, 2 республиканских соревнований. Увидели нас наши соседи с Нижнего Новгорода, с Самары, приезжали к нам в гости. И они настолько были восхищены, что попросились к нам на сборы, на наш картодром. Сборная России по авиамодельному спорту хочет провести здесь сборы 3-дневные по авиамодельному спорту. Настолько хорошее у нас покрытие. Олег Николаев также посетил Новочебоксарскую школу номер 3. Здесь недавно завершили капитальный ремонт. Здание обновилось еще в прошлом году, а в этом благоустроили прилегающую территорию. Также главе Чувашии рассказали, как в школе организовано питание, и показали, что входит в меню. В этом году уже 2 района запускаем пилотно, будем централизованно обеспечить полуфабрикатами. То есть не в школах готовить котлеты и так далее, а полуфабрикатами с тем, чтобы уже взять на контроль их приготовление в цехах и уже либо через комбинаты, либо на прямую школу их доставлять. Из школы глава республики отправился на швейную фабрику «Элита». Сегодня предприятие поставляет свою продукцию в 70 регионов страны и в Казахстан. Швейное производство активно поддерживает республика, но чтобы получить поддержку в полном объеме, предприятия легкой промышленности Чувашии должны объединиться в кластер. Швей у нас нужно очень много, потому что в республике действует очень много предприятий легкой промышленности, шьют различного рода и назначения: одежду специальную, пальто, рубашки, платья. И задача, конечно же, объединив эти предприятия, создав кластер, в том числе получить и государственную поддержку в более больших масштабах. Масштабный праздник в честь Дня города для новочебоксарцев организовали на берегу Волги. Для них выступили группа «Вирус», российский певец Паскаль и ребята из казанской группы Just Brass Band. Сейчас Новочебоксарск стремительно меняется, а в следующем году город ожидает еще больше перемен. В этом году мы, уверен, в сентябре заключим концессионное соглашение по строительству новой школы. И в следующие 3 года добьемся, чтобы все 100% дворов были приведены в порядок. Уверен, новочебоксарцы активно включатся в этот процесс всеми своими возможностями, а самое главное, бережно будут сохранять и эксплуатировать все созданное. В планах и благоустройство окрестностей кинотеатра «Адл». Уже в следующем году здесь на широкую ногу отметят День республики. Новочебоксарск выбран 2-й площадкой празднования. Анна Центовская, Алексей Зотиков, Сергей Емельянов, Республика, Новочебоксарск.